Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Сагынбек Абдрахманов, который является новым руководителем СДПК. До того он был губернатором Чуйской области, да? И вы были вице-президентом концерна «Кыргызалтын». Да. Вот, сами специалисты в этой области, закончили в России, да? В Свердловске, да? Свердловске. Закончили. После этого в России работали, в Заравшане, да, в Узбекистане, как раз в этой горнодобывающей отрасли. Для Кыргызстана горнодобывающая отрасль и энергетика как два локомотива, которые должны были бы вытянуть всю экономику Кыргызстана, Да. из любой ямы. А на самом деле что у нас происходит? Во-первых, вам большое спасибо, что пригласили. Для меня это горнодобывающая отрасль, это боль в сердце, да? Потому что именно горная отрасль, горнодобывающая, это в союзное время. Мы из 15 республик были на третьем и четвертых местах. Мы всегда конкурировали между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном всегда конкурировал. Вот. Но после независимости мы очень-очень далеко укатились вниз. После нас далеко была Монголия. Сегодня Монголия впереди. Если взять африканские государства, как, например, Гана, Танзания, Мали, Замбия, их вообще карте там, по добыче золота или там, других полезных ископаемых, их не было. Сегодня они намного-намного впереди нас. А мы сейчас находимся в очень таком банкротном положении находимся. Поэтому мне это очень больно. В общем, и вы сегодня пригласили именно по этому вопросу, именно обсудить вот эту горнодобывающую отрасль, в том числе вот этот по Джирую, который вы говорили. Это для меня, в общем, такой боль, да? Джируй второе после Кумтюра месторождение, да? Там где-то около 100 тонн. Джируй, если взять по советским меркам, по этим, то считается средним месторождением. По советским международным считать, то среднее месторождение. Но если взять по Кыргызстану, то после Кумтора является очень крупнейшим месторождением. Но Джируй сама по себе не только как Джируй месторождение, но самое то, что Джируй, во-первых, был очень хорошо исследованный. И очень хорошо к разработке, добыче. Это очень удобное было месторождение было. Поэтому, когда Кыргызалтын участвовал в этом конкурсе, было бы хорошо, чтобы если Кыргызалтын работал бы, если взяли бы этот конкурс, то мы бы, Кыргызалтын в это время находился на боку, уже ложился. Сам Кыргызалтын, как локомотив горнодобывающей отрасли, он уже ложился на боку. Мы нашли инвесторов в лице англичан с этими. Поэтому, если мы взяли бы Джируй, то у нас была бы возможность стать заново, как Кыргызалтын, как российский «Газпром» в Кыргызстане. Вы знаете, российский «Газпром» и Кыргызалтын. Вот такое же положение было бы, такое было у нас положение и было. И у нас и сегодня есть возможность. Но сегодняшнее вы правительство видите, правительство не до этого, я думаю. Поэтому сегодня Кыргызалтын находится в банкротном положении. Это очень обидно и печально, да? Кыргызалтын создали на основе нескольких предприятий, да, когда независимость получили, чтобы объединить все усилия в одних руках. Когда развалился Советский Союз, во время Советского Союза было Министерство среднего машиностроения, был гильдия алмаз золота, был цветная металлургия. И вот это все объединены были в Кыргызстане в одних руках у Кыргызалтына. Поэтому это была сама тактика вот этого выбора, это было правильно было. Но наши президенты, начиная с Акаева, кончая особенно с Атамбаевым, у нас получилось очень печально, что он разбомбил и развалили Кыргызалтын. Компания, которая должна была вытащить, стать флагманом, локомотивом, ее развалили, и это просто, я не знаю, немыслимо, когда компания, которая добывает золото, банкротится. Как так это возможно? Вот вы знаете, я много лет работал в России, много лет работал в Узбекистане, работал на очень-очень крупнейших в мире золотодобывающих компаниях, уран, золотодобывающие.
Почему мы столько лет Атамбаеву верили? Я думал, что лично мое такое вера к Атамбаеву было, что он промышленник, производственник, мы поднимем Кыргызстан. И в Кыргызстане именно золотодобывающая отрасль или горнодобывающая отрасль станет флагманом. Поэтому у меня лично, я про других не хочу сказать, лично у меня была такая огромнейшая вера и надежда была Атамбаева, что мы поставим горнодобывающую отрасль, передовой такой локомотив сделаем. Ну, на деле совсем получится совсем другое. И вот Дирюй продали за 100 миллионов, да, долларов. Никакой доли кыргызского, не то что правительства, вообще Кыргызстана там нет, да? Вот знаете как, почему я сейчас так говорю, да? Особенно, когда мы еще в 2015 году или в 2016 году, когда я Атамбаев говорил, общество нас не принимало, Атамбаев, тем более, он нас мочил, как хотел там, грубо так сказать, да? И он тогда, кажется, создавал организованную преступную группу. Это можно сейчас смело можно говорить. Но, конечно, если сегодня возбудятся уголовные дела, то это, конечно, доказуемо. Организованная преступная группа. Это, значит, правительство, начиная премьер-министр, там тот момент был Темир Сариев, и госком геолога Зилалиев, депутаты Джугор Кенеша, например, возьмем с партии СДПК, то же самое же Галина Анатольевна Скрипкина, с партии Республика, это же, как его, Бокоев, Денчуроев, Сатамбекена, это как его фамилия, я же забыл, который сейчас сидит в тюрьме, это как его? Райхан Тулигонов, например, вот такие. Или вот нынешние руководители охраны окружающей среды. Вот такие все они были организованы, были, заранее были, значит, был сговор, что конкурс мы не отдадим государственной компании, национальной компании «Кыргызалтын», а отдадим частной компании. Это, кажется, был заранее сговор. Был. Ну, это мы, по Дирюю. По Дирюю, да, по Дирюю. А мы как бы вот такие наивные в моем лице, мы как-то верили, бегали именно за Дирюй. За государство. За государство, болели за это прямо так. И в том числе вот так получилось. И особенно больно меня, и когда обманули даже именно вот это Бекмолду Айлөкмөту, Кенеша, вот это все депутатов. И это, поэтому я считаю и прошу вас, чтобы именно как бы вы как журналист могли бы это расследовать, донести до нашего общества, что это крупнейшая афера века, Атамбаевская афера после Кумтора. Кумтор прошло 20 лет, потом мы через 20 лет узнаем, кто расписывал, кто подписывал. А вот на руках свежий пример, вот Дирюй. Это можно сейчас. Вот когда Зилалиева арестовали, я больше обрадовался, извините, пожалуйста, но я больше обрадовался, когда Зилалиева арестовали, чем, например, Ильменова. Почему? Потому что я же говорил вам вначале, что я болел и болею за горнодобывающую отрасль. Когда Кыргызалтын не мог получить более 7 лет какое-то маленькое месторождение Кылдо на Махмале, я лично ходил с Зилалиевым, лично ходил премьер-министром, с кем только не ходил, именно получить месторождение Кылдо, чтобы как бы продлить жизнь Махмала, как бы продлить жизнь немножко, хотя бы немножко Кыргызалтын. И понимаете, вот такой государственной компании, национальной компании, когда нет ни одной месторождения, и при обыске у Зилалиева дома находится 5 месторождений, а сейчас при уже каких-то следственных действиях уже, оказывается, выявили 17 месторождений, оформлены на лицензии, оформлены на Зилалиева или на его подставных лиц. Это очень обидно и печально. Поэтому я говорю, что это организованная преступная группа, созданная президентом, экс-президентом Атамбаевым. Они болели, не давали государству развиваться, а налево все эти возможности. Ну вот смотрите, сейчас же Атамбаев же говорит, или Темир Сариев в тот момент говорил, что мы лицензию продали за 100 миллионов долларов. Простой народ, конечно, не понимает, потому что они же говорят, раньше при Бакиеве 300 сомов. Да. За 300 сомов. Но за 300 сомов никогда не продавался месторождение. А тут продали целое месторождение, продали за 100 миллионов долларов. А стоимость самого месторождения стоит 3 миллиарда 256 миллионов долларов.
Там только Гируй. Гируй. Там только балансовое золото 80 тонн. А за балансовый более 20 тонн. Вот понимаете, 100 тонн золота мы отдаем другим. Вот когда За 100 миллионов. За 100 миллионов. Когда конкурс был, Кыргызалтын остановился на 111 миллионов долларов. А Восток геолодобыча, они давали 100 миллионов. То есть мы, Кыргызалтын, давали 11 Больше. миллионов долларов больше. Своему государству вы Своему даете государству больше? мы даем. Понимаете, а этот частники приезжают, и они дают на 10 миллионов меньше. И Они самое побеждают. главное еще доля. Сколько процентов доли? Когда спрашивали участников этого конкурса, именно представителей Восток геолодобычи, они прям так говорили. Мы ни одного грамма, ни одного килограмма золота доли не будет, Кыргызстана не будет. А мы говорили наоборот, 50%, то есть 50 тонн золота, если 100, 50, если 80, то 40 тонн золота будет находиться у государства. Вот сами поймите, видите как? Смотря только на это, могли бы госкомиссия отдать, присудить нам. Кто был председатель комиссии? Председателем комиссии был на тот момент был Зилалиев. Атамбаев говорил, Атамбаев говорил, вот он милиционер, он наведет в порядок, там в Горно-Алтайской отрасли, сюда, именно там, как его госком геолога, наведет порядок. Вот навел порядок. Видите как? Поэтому я считаю, что это организованная, еще хочу повторить, это организованная преступная группа, созданная бывшим экс-президентом Атамбаевым. Вот предъявили ему, собирается предъявить обвинение, 5 там эпизодов, да? Почему по горно-геологической этой отрасли никаких обвинений нет? Я считаю, да, это потому что это же депутатская там комиссия очень быстро так обсудили и быстро довели. Но мы сейчас, лично я сам, готовлю и на имя Генеральной прокуратуры, и на имя Джохор Кенешин готовлю письмо о том, что именно по Джирую было возбуждено и именно уголовное дело по Джирую, что просмотрели. Я обязательно мы сейчас готовим это письмо и доведем до конца, думаю. И вот Восток геодобыча, они что сделали на Джируе сейчас? Согласно лицензионному соглашению, к 2015 году, к 4 кварталу они должны были проектную работу уже представить должны были. Это уже не сделано. Нет. В 2017 году, в первом квартале, они должны были дать стране золото. Они не дали. Золото, первые килограммы золота уже должны были В давать. 2017 году? В 2017 году. Нету. Нету. А сейчас 19 год, я сейчас не знаю, я сейчас немножко, я же был как бы незаконно уволен же с Кыргызалтына, поэтому сегодня я не знаю сейчас в каком положении находится. Но факт, что 19 год до сих пор не запущено комбинат. Согласно лицензии, согласно статье 27 о недрах, например, при смене учредителей, если там более 10% будет, то должен быть платиться бонус. Например, после того уже сменился в 2015 году, в мае месяце 11 сменился руководитель, учредители, в 2016 году еще раз сменились учредители, никаких, там более 10% идет. Поэтому никаких действий. Они должны были платить бонусы уже, не менее 4 миллионов долларов они должны были платить уже. Тоже нет. Тоже нет. Джохор Кенеш кто сейчас Джохор Кенеш учредитель молчит. Джохор Кенеш молчит, все молчит. Поэтому это тоже, опять же говорю, тогда создано, мы сейчас узнаем сейчас же это же. Поэтому вот этот момент надо как бы аннулировать лицензию и заново как бы. Но если аннулировать, то пойдет судебные тяжбы, правильно? Они же будут говорить, что мы, вот мы Восток геолодобыча, 100 миллионов дали вам. Давайте возьмем так, 100 миллионов дали, да? Если 100 миллионов дали, в тот момент у Кыргызалтына исторические затраты же были, там, Джируе, 50 миллионов долларов у нас было исторические затраты были. А кто нам вернет исторические затраты? Кто нам вернул? Никто же нам не вернул. Если считать инфляцию, там 60-70%, там еще, смотри, где-то может быть, я думаю, 30-40 миллионов только, может, они внесли, думаю. А наши исторические затраты никто же не вернул уже. В таких вопросах они говорят, ну это же свои, мол, ничего, сочтемся и так далее. А когда надо давать контракты, давать
работу своим не дают, а дают другим, потому что сами себе в левый карман кладут. Поэтому Наверное, сегодня мы же не можем доказать. Вот вы сейчас вначале сказали, что кто истинные хозяева вот этого Востокгеодобычи. Я Да. сказал же, в 2015 году сменился Да. учредитель, в 2016 году сменился. Тогда где документы? Кто сегодня является бенефициаром или кто является сегодня истинным хозяином Востокгеодобычи? Сейчас разрабатывается Джируй ОСО Альянс. Кто является хозяином ОСО Альянс? Муса Баджаев? А вы знаете Муса Баджаев? Я, например, не знаю. Ну, пишут. Госкомгеология тоже не знает, потому что Госкомгеология нет документов. Кто является именно истинными хозяевами ОСО Альянс? Или Бабанов, или Муса Баджаев. Или постановные лица Бабанова с Муса Баджаевым, или Дины Баджаевым. Мы же не знаем, где документы. Почему? Документов нет? Документов в Востокгеодобычи нету. Да вы что? Кто именно хозяева? Кто бенефициары? Ну вот все мы слышали телефонный разговор, советник тогда был президента, да, Басурман Култабалдиев, разговаривает с Мусой Баджаевым. Это, по-моему, в мае прошлого года было опубликовано. И там он как хозяин разговаривает. Вы знаете, как вот этот видеофильм я тоже потом увидел, но мы раньше чувствовали, что в этом помешан там самые верхние наши власти, Лица, мужи, да? лица. Но вот этого не было. Но когда мы увидели именно вот этот видеофильм с участием Муса Баджаев, то есть как его? Басурман Култабалдиев. Борис Беркутович разговаривает по телефону именно с Муса Баджаевым. Да. И он точно же открыто говорит: после поручения президента Атамбаева я должен вас крышевать. И он рекомендует генерала Мусаева Кульбая. Понимаете, вот видите? То есть заранее было обговорено, кто что. Поэтому, видите, как это Кыргызда мақал бар, қымырыш Кыргыздан билинет. Кыргыздан билинет. И быстро мы узнали же, это истина. Поэтому я сегодняшний день узнаю, через интернет узнал, что Табалдиев Борис Беркутович в бегах. Его нету, его ищут. Вот вчера, сегодня передают по телевизору, что его нет весь в бегах. Поэтому он знает, чекист, что за ним грешки будет, именно спрос будет и по Джируе. Поэтому он, наверное, думаю, сбежал. А у Кыргызалтына, вот если бы вы победили в тендере, все возможности были, да, разработать и поднять? Во-первых, на тот момент, когда Тимир Сариев или Галина Анатольевна Скрипкина, которые ничего не знаешь в горно-добычей отрасли, утверждали, что нет Кыргызалтына своих специалистов. У нас за 20 лет независимости у нас подготовлено своих специалистов хватает. Мы до независимости, получения независимости, мы были лидирующим горно-добычей отрасли, мы были отрасли. Поэтому у нас всегда специалистов хватало. И когда Тимир Сариев говорит, что нет специалистов, это вообще абсурд. У нас специалистов было. Да, на тот момент, может быть, у нас денег не было. Но когда инвестор пришел на реальный проект, он пришел с реальными деньгами, он оплатил участие на конкурс 10 миллионов, и мы бы деньги нашли бы, деньги у нас были. Да если бы даже не было бы. Сегодня, вот смотри, время доказывает, время все лечит. Вот видите, сегодня они месторождение Джируй заложили в банк и получают кредит. На худой конец мы бы то же самое же пошли бы, такое же сделали бы. Кыргызалтын мог бы в залог и получить с международных финансовых групп, мы могли получить. То же самое же кредиты мы могли бы получить, но под жестким контролем правительства. Мы могли бы работать это, мы могли бы сами делать. Но сегодня, видите, частные руки переданы теперь. Которые ни грамма золота не дадут. Ни грамма золота не дадут. Прибыль от этого ни грамма не будет. Только будет налогоотчисление, допустим, кто там, сколько человек работает, если 1000 человек будет работать, на 1000 человек будет платено, налог будет и все. И чистый доход от этого, по нашим расчетам, это на 80 тонн золота, не на 100, а на 80 тонн золота, по нашим расчетам, сегодня чистый доход будет где-то $1,5 миллиарда. Это $1,5 миллиарда Кыргызстан, это в таком положении сегодня личности будет. Вот очень вы посмотрите, мы сейчас в каком положении будем находиться, еще хуже будет находиться. Поэтому $1,5 миллиона это Богом дано было. И мы в интересах
узких лиц, интересах узких, не интересах государства, интересах узких лиц, оно ушло другим. Можем сказать, что прежние власти распродавали родину. Они потрохами распродавали. Именно наши места. Поэтому сегодня на местах местного населения нет веры. Поэтому во всех, где бы там не были, не приезжали инвесторы, когда нет доверия, и местное население вот это как-то поднимается. Вот именно по урану, вот, например, сейчас по урану поднялись. Если бы было бы доверие, я думаю, вот это многие, наверное, промолчали бы, наверное, я думаю. Такое Это вот то, что Кызыломпол, да? Кызыломпол, да. Но, в принципе, там такого чего-то вредного особенно не было. Нет, сам пугает, видите, как уран, люди так ассоциируют, это уран, значит, что-то такое страшное. Ну вот я работал, урановое производство много лет работал, ну я же живой, целый, у меня 3 детей, жена, ну все здоровые. Поэтому и Кыргызстан и раньше добывал уран, например, вот в Карабалте. Уран перерабатывали, хвостохранилище там рядом. Из село. Минкуша привозили. С Минкуша привозили, с Казахстана привозили. Мы вот недавно только тоже, мы, до сих пор мы привозили, с Казахстаном покупали сырье и перерабатывали. В Карабалте? В Карабалте ничего такого-то не было же. По Кызыломполу, конечно, упущение этих инвесторов, они бы могли бы до начала провести там разъяснительную работу с местным населением, и правительство должно было работать. Это упущение правительства. Поэтому, почему упущение правительства? Я считаю, например, не было выступлений, например, с Института химико-технологических институтов, с ядерной физики, с Академией наук, специалистов. Ни один, я, например, не видел, чтобы они выступали. Они не выступали. Ну вот, видите, когда выступали лжепатриоты, лжеэкологи, поэтому развалилось. И есть железная дорога, готовая до Балахчи. Там первично... Из Балахчи бы они перевезли бы в Карабалту, и что такое и не было. И что было такое? Соблюдением всей техники безопасности. Ну, мы же, например, в Кумтор же возим циан. Или в Карабалт, это с этого, на Макмал же мы возим же циан. Да. Соблюдением всех техники безопасности, охраны окружающей среды. Поэтому могли бы точно так же работать. Другие месторождения в каком состоянии? Остались еще месторождения или все уже распродали? Многие стратегические месторождения, вот вы, наверное, может, знаете, где-то около 30 месторождений вот за последнее время были проданы. Где-то 26-27 месторождений были проданы. Такие большие, ну, меркам Кыргызстана считаются они большие. Например, Ширальджин, там, Талдубулак, Андаш, Шамбисай и так далее. Вот, Терекан, Терек, Перевальный, Чаткал, Чама, Чарат. Все могли бы, но все они сегодня... Кыргызалтын мог их разрабатывать? Конечно, они все были раньше в руках Кыргызалтына же были. Все отобраны же. Сегодня Кыргызалтын, кроме истощенной Макмалтын, уже Макмалтын тоже уже нет уже... Султан-Сары, я думаю, тоже отданы, но Кыргызалтына сегодня ни одного месторождения нету. Султан-Сары в руках китайцев, да? Говорят, с китайцам компании это отдали, говорят, я не знаю сейчас. Поэтому и там вот взрывы были. Надо, я к этому остановлюсь, надо вести такое должно быть у нас национальная политика должна быть. Конечно. Национальная политика именно по добыче или национальная политика именно по горнодобывающей отрасли. Национальная политика должна быть. А так как этой политики нету, какой может быть? Вот действительно же, вот смотрите, эта отрасль могла вытянуть всю экономику, правильно? Так же, как энергетика. И в энергетике... И энергетики у нас умышленно, и особенно горнодобывающая. Горнодобывающая отрасль, она бы потянула всех отраслей, за собой потянула бы. Видите как? Ну, а все распродали, и ничего... И доли, главное, нет кыргызской. Самое обидное, что нет доли. Например, если сейчас сравнить, да, после того, когда скандал только произошел, скандал нам отдали, и теперь Темир Сариев на тот момент мне говорит, что вот успокойтесь, мы вам сейчас сделаем. И вот так, смотрите, теперь Терексай. Угу. Там всего 10 тонн золота, эти бакыр. Они дают 20 миллионов дают Кыргызстану, дают, и дают 25% доли дают нам. Там всего 10 тонн золота. Вот можете представить? Значит, 2,5 тонны будут. Ну да, смотрите. А Джируйта 80 тонн, только балансовое золото. Есть разница или нет? Конечно. 3 миллиарда 256 миллионов долларов. Это огромнейшие деньги.
Да. Из них, если считать, чистая прибыль, по нашим расчетам, это будет 1,5 миллиарда будет. Удивительно. Удивительно. Ну, с Кумтором это тоже ведь предательство было, когда... Ну, Кумтор, ладно, это был наш проект, был, когда мы получили независимость, когда еще цена на золото была там около $250 было, там тогда, ладно. Ну, это прошло сколько времени? Тогда у наших вот, когда мы получили независимость, такого опыта международного не было там. Ну, сейчас-то вот. Сейчас-то что? Атамбаев сам же говорил, что ДРУ будет поднимать именно государство, когда он еще в оппозиции был. А когда пришел к власти, стал президентом, на вот тебе. Ровно наоборот. Все наоборот дело. Все наоборот. И... Поэтому я говорю, если возбудится уголовное дело по Джерую, все всплывет наверх. Вот эта организованная преступная группировка, они выйдут. Я же назвал же фамилии, конкретно назвал фамилии. Пусть они скажут, почему они отдали победу присутствию, почему они молчали, например. Мы даем, я говорю, на $11 миллионов больше. И 50% Золото. доли остается у нас, нет присутствия другим. Поэтому это афера века с участием президента. Кто должен был контролировать? Вице-премьер какой-то в правительстве или его тоже никто не слушал, он ничего не решал? Когда был Атамбаев у власти, был, это и премьер-министр, или вице-премьер, они были формально. Атамбаев сам решал, кого помиловать, кого наказать, Казнить. кого казнить. Поэтому все молчали же. Но есть люди, которые в лицо говорили ему. И они поплатились. Они поплатились, в том числе я. Как вас уволили? Вы говорили, уволили? Да, я уже не хочу вспоминать, да, я уже это. Мгм. это- Сколько лет вы были в Кыргызалтыне? В Золотыне я 6 лет руководил. Мгм. Вот, и вот это уран, золото, а другие месторождения, вот там медь, многие другие. Видите, как Богом дано Кыргызстану Столько всего. столько всего, что не оценить. Самый большой здесь полезный ископаемый это, конечно, золото. Кроме золота у нас есть серебро, молибден, вольфрам, олово, ну и другие, все таблицы. Редкоземельные металлы, это самое сейчас редкоземельное. Кремний у нас сейчас чувствует, ну, видите как. И все Все сейчас в таком не положении. работает. Кремниевый завод, это в Ташкоморе, да? Ташкомыры был, Орловки был, Актуйзи был у нас, все это, видите как сейчас. Ну, я думаю, сейчас нам будет возрождаться, но уже без участия государства, без доли государства. Это очень печально. Очень печально, да. Были ли какие-то вот внешние планы такие, чтобы вот специально, чтобы привести в упадок, чтобы не было конкуренции? Ну, сейчас я последний момент я увидел по Кызыломпол, по урану производства, это я так считаю, это, наверное, я так думаю, Казахатомпром, наверное, вмешался, наверное, чтобы не было конкурентов в лице Кыргызстана, что вот в Кыргызстане под боком, что будет производство атома, и, наверное, они вот это все как бы организовали. Ну, если не напрямую, то как-то вот да, каким-то косвенным образом, да, путем. косвенным путем, наверное. Ну, тут должен, ГКМБ должен был работать. Но они, видите, как не работали, наверное, и не знаю. А насчет кремния? Насчет кремния то же самое же, да. По кремнию у нас еще будущее есть. Но должно быть, я же говорю, должно быть национальная политика должна быть. Именно по устойчивому развитию горно-добычей отрасли. Чтобы защищать интересы... Интересы, в первую очередь, интересы государства. Я почему очень так был сейчас на Атамбаева вот так? Потому что он лично свои интересы выше поставил. Не государственные. Хотя на словах совсем другое, говорю, как лидер партии СДПК, как социалистическая партия, он должен был наоборот. А видите, как на деле-то наоборот, что он личные интересы выше поставил. Поэтому, сидя возле Путина, он говорит, я мультимиллиардер, Он я давно- очень богатый человек. Давно был, Да якобы. где так давно? Нет. На чем он разбогател? Ну, я не знаю, он же говорит, вагонами продавал книги. Откуда вагоны книги продавал, это не знаю. Не хочу вспоминать. Я знаю в последний момент, как он развалил нашу промышленность, нашу отрасль, такие именно стратегические отрасли, как энергетика, как горно-добычная отрасль. У нас, говорят, мало времени осталось, где-то 1-2 минуты. Вот он это делал осознанно или вот по незнанию? Я сейчас думаю, да, и потому что я же много лет с Атамбаевым общался, много лет знаю его, и много лет мы верили, надежде. Я думаю, что он осознанно делал это.
Тогда В личных целях, обогащение в личных целях, я думаю. Поэтому, хотя он же, когда будучи премьер-министром при Бакиеве, по Джеруи тоже, он же говорил, что Джеруи будет именно осваиваться государством, именно будет правительство будет осваивать. А видите как? А когда он сам стал уже во главе государства, совсем наоборот. Совершенно наоборот. Совсем наоборот, да. Спасибо вам большое. У нас как раз и время подошло к концу. Это вам спасибо большое. Я вам желаю в вашем труде удачи, что ли. Но хочу, чтобы вот наша передача как бы именно Разбудила что-то. разбудила вот наших именно простых людей, простых патриотов, именно И наших специалистов. специалистов, которые сегодня специалисты у нас уезжают сегодня в Казахстан, Россию, в Африку наши специалисты, именно по горно-добычей отрасли, я говорю. Уезжают в Россию, Казахстан, Чили. Когда уезжают, это обидно. Обидно. Ну, еще будем делать интервью на другие темы тоже. Наверное, спасибо вам, что сегодня пришли к нам в студию. У нас в гостях был Сагынбек Абдрахманов, новый лидер партии СДПК, экс-губернатор. И 6 лет, вы сказали, да, были вице-президентом Кыргызалтына. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания.